Чистота играет очень важную роль в жизни мусульманина. Есть много хадисов о различных аспектах чистоты. В одном из них говорится, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал: «Чистота – это половина веры». Понимая все это, наш лидер стремится сделать республику образцом порядка и чистоты, не хуже, чем любая европейская страна. Вооружившись этими словами, каждый из нас должен внести свой вклад в сохранение чистоты в нашей республике. Порой мы не осознаем, что природа, она как бумеранг. Загрязняя ее, она возвращает нам всю эту грязь обратно, только в другом виде и гораздо в больших объемах. И на очередном широкомасштабном субботнике, который проходит в 12-м участке, мы можем показать, насколько для нас важна чистота и порядок на наших улицах. Без своего участия субботник не должен оставить никто, ни богослов, ни чиновник, ни любой человек, который считает себя патриотом. Тиру сектору, ой, подчас сектору, да, молодый департамент, это раньше يعني белых جعدولنا قاعدين уже по секторам определенных участках حلول شو ترى متشنا داخل في بالبي إلكتريك да المقلعة بيوسع دوش департамент أهيجا بالب في شيء بالب بيجو да المقلعة да ويفتح مالي وش تكشيد عادل да نعاش ولا تقول. Сегодня мы должны показать, что серьезно относимся к проблеме окружающей среды, так как учит и требует ислам. Приложить максимум усилий, чтобы привести территорию вокруг нас в надлежащий вид. Добившись чистоты внешне, мы можем рассчитывать на то, что это приведет и к чистоте духовной. А тот, кто чист духовно, внешне и так безупречен. Последние события, связанные с провокациями, направленные на дискредитацию общечеловеческих ценностей и оскорбление религиозных чувств верующих, не остались без внимания наши общественные организации. Они, как всегда, высказали свою позицию. Среди таких организаций, которые не только организовывают различные мероприятия и акции, но и активно участвуют в формировании общественного мнения, является и клуб «Иман», который был создан в июле 2011 года. Активистки данной организации выступают на различных круглых столах и конференциях, являются постоянными гостями различных телевизионных передач. Также без участия клуба «Иман» не прошла конференция на тему духовно-нравственные ценности и вызовы общества, организованная Департаментом по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. Активистка клуба, студентка 5-го курса педагогического института Лиана Устамирова в течение нескольких дней готовила свой доклад и изучала тему конференции. Чеченское общество переживает такой переходный момент, когда потерянное окажется уже потерянным навсегда. И молодежь именно сейчас осталась наедине один на один с тем, что мы называем соблазнами или современными угрозами. И неважно уже для молодежи, соответствуют ли новые какие-то тенденции, соответствует ли это менталитету. По словам Лианы, она как будущий педагог считает, что необходимо знакомить детей с раннего возраста с культурой других этносов. Только тогда человек будет уважать представителей других народов, с чем согласились эксперты данной конференции. Мы все знаем, что Российская Федерация она многоконфессиональна, она многонациональна. И те моменты, которые разжигают межнациональную или межконфессиональную рознь, она недопустима. Тем более наша республика, вы знаете, та мудрая политика, которая проводится нашей главой, она тем более направлена только на мирное созидание, сосуществование всех конфессий, всех национальностей, не разделяя никого. У нас общая цель – пробудить стремление детей и молодежи ко всему духовно-нравственному, помочь им выработать чистоту нравов, уважение во взаимоотношениях, оградить их от зла, сформировать систему нравственных ориентиров там, где хранят память к предкам, к родному языку и культурным ценностям. Сегодня на конференции были озвучены самые, можно сказать, острейшие проблемы нашей современности, нашей молодежи. И, как правило, у каждого времени, у каждого общества какие-то свои острые, и у нас, в частности, так назовем их, вызовы общества. Я лишний раз поняла, что у нашей молодежи есть и интеллектуальная свобода, и такое широкое поле возможностей, как уже было сказано. Вот нашей чеченской молодежи сегодня можно свободно соблюдать свои традиции, свои обычаи.
И то, что сегодня было оглашено, чем больше людей это будет понимать, тем сильнее будет становиться наше общество. И хотелось бы, чтобы эти встречи перетекали в какие-то проекты, в дальнейшие мероприятия. Отрадно, что молодежь и эксперты международного уровня сегодня в республике выступают в едином фронте, защищая межнациональный мир и интересы верующих. Во Дворце молодежи Чеченской Республики состоялось совещание под руководством директора Департаментом по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Б.Али Тевсиева, заместителями глав муниципальных образований, осуществляющих взаимодействие с религиозными и общественными организациями и кадиями районов республики. Призвати на яц, это был именно цхангали, что ограничивается дешбат. Дина, ой махкаха, ой республикаха, ахвати аж вал и с религиозными организациями, и с общественными организациями, и администрациями на местах. В ходе встречи участниками совещания был поднят вопрос усиления взаимодействия муниципальных властей и религиозных организаций в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, подготовки и проведения в городах и районах Чеченской Республики мероприятий, приуроченных к празднику Курбан-Байрам. Также участники мероприятия обсудили взаимодействие органов государственной муниципальной власти с заместителями директоров школ Чеченской Республики по воспитательной части. Может, орбом санача, имамш бешбол буага, де бюсидош, буабеш буш, бюсин хохташ, кварт бyaxchi араволи, не гохн аш, ядошу итак. Но цоша бешбол буаки, аязеш мавати, озбалхан эдля воршош стага, непосредственно Осман Сиялин предложения, цалик заху чуаха, ишки бешбол буаха, нахан дабози чани, хазнеяхсан буабеш. Полини духовенство, мосу хейди у имама хазнеяхсан буабеш. По результатам совещания его участники пришли к выводу о необходимости усиления работы в духовном нравственном воспитании подрастающего поколения и изучения обстановки в республиканских мечетях на предмет соответствия нормам традиционного ислама. Российский союз молодежи – самая массовая негосударственная молодежная организация России, главной целью которой помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться. История организации начинается с 31 мая 1990 года. Ежегодно около 1 миллиона человек участвуют в различных программах. Представительство РСМ работает в 73 субъектах Российской Федерации и Чеченской Республики. РСМ представлен слаженным коллективом молодых людей, которые каждый день собираются для того, чтобы в очередной раз реализовать новые проекты и идеи. Сегодня, как мы уже знаем, осталось очень мало времени. В 21-м мы уже, как и планировали, проводим турнир среди команд школ города Грозного по футболу на Кубок Российского союза молодежи. Я хотел бы вас послушать, на каком этапе у нас проведения данного мероприятия, что нужно именно мое участие, как подготовка насчет кубка, заказали вы кубок, это само. Одна из идей о проведении ежегодного турнира по футболу на Кубок Российский союз молодежи среди школьных команд успешно реализуется уже в течение 8 лет. В этом году турнир прошел на стадионе имени Умара Садаева при поддержке Департамента по связям с религиозными и общественными организациями, администрации главы и правительства Чеченской Республики, где свое мастерство показали учащиеся общеобразовательных школ Чеченской Республики. Наша организация, как и другие организации, конечно, мы работаем с молодежью, работаем для молодежи. В основном мы говорим, что Российский союз молодежи – это площадка в основном для неработающей, не учащейся молодежи. Любые мероприятия, которые мы считаем, что они нужны для какого-то слоя общества, слоя молодежи, мы тоже проводим мероприятия, будь это спортивное мероприятие, оздоровительное, духовно-нравственное воспитание. По словам председателя территориальной организации РСМ Мусы Дунаева, в республике реализуется 6 проектов, среди которых «Мы граждане», интеллектуальные ресурсы, студенческое самоуправление и другие. А также организация уделяет особое внимание изучению интересов молодежи, проводит различные социологические опросы, по результатам которых создаются и реализуются социальные проекты. Российский союз молодежи для меня многое дало, то есть это мероприятие на региональном, северокавказском федеральном уровне, вплоть до Совета Федерации в Москве.
Активисты уверены, что благодаря таким турнирам им удастся пропагандировать здоровый образ жизни, а значит развить футбол среди юношей и тем самым повысить спортивное мастерство.